19 апреля 1916 года Малахий Маргания, генерал-майор, командир 2-й бригады 3-й Кавказской казачьей дивизии, был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами. 19 апреля 1921 года отдел народного образования Ревкома Абхазии реорганизован в Наркомат народного просвещения СССР Абхазии. Наркомом утвержден Самсон Чанба. 19 апреля 1921 года создано Абхазское отделение Российского телеграфного агентства АБ «Центра Печать». 19 апреля 1957 года высокопоставленные абхазские государственные чиновники Архип Лабахуа, председатель Совета министров Абхазской АССР, и Иван Тарба, секретарь Абхазского обкома КП Грузии, направили письмо в Президиум ЦК КПСС о фактах грубейших нарушений национальной политики по отношению к абхазскому народу. В письме отмечалось, что бюро ЦК КП Грузии дало в основном правильную оценку концепции Ингорокова, изложенной в книге Георгия Мерчули, в вопросах, касающихся истории абхазского народа, и осудила начатую дискуссию как ошибочную и вредную. Но авторы письма считают, что у бюро ЦК КП Грузии не нашлось смелости и решительности сделать соответствующие выводы. Абхазские высокопоставленные чиновники обвинили также бюро ЦК КП Грузии в затягивании решения вопроса восстановления абхазской топонимики. 19 апреля 1991 года Владислав Ардзинба встретился с представителями блока «Союз», где обсуждались вопросы, связанные с обеспечением гарантий защиты суверенитета и государственности Абхазии. 19 апреля 2012 года флаг Республики Абхазия установлен на Северном полюсе. В этот день завершилась 5-я молодежная экспедиция на лыжах к полюсу. Участники прошли около 110 километров по дрейфующим льдинам Арктики, чтобы добраться до Северного полюса. Они водрузили на нем флаги России и Республики Абхазия. Следует отметить, что впервые флаг Абхазии в Арктике был поднят за год до признания Российской Федерации независимости нашей страны в августе 2007 года. Одним из членов экспедиции «Арктика-2007» под руководством депутата Госдумы России Артура Челенгарова. 19 апреля 1938 года родился Олег Шамба, профессор, проректор Абхазского государственного университета, кавалер ордена Ахтябша 2-й степени и ордена Леона, заслуженный деятель науки Абхазии. Выпускник Московского инженерно-экономического института имени Орджоникидзе, там же защитил кандидатскую диссертацию. В разные годы работал главным специалистом Минсельхоза Абхазии, а затем начальником управления строительства, главным инженером Сухумского филиала проектного института Грузгипрогорстрой, заместителем министра сельского хозяйства Абхазии, а затем заместителем председателя Госагропрома. В период грузино-абхазской войны 1992-1993 годов работал военным корреспондентом и старшим редактором радио Республики Абхазия. В послевоенный период был заместителем министра экономики Республики Абхазия и одновременно заведующим кафедрой бухучета и аудита Абхазского государственного университета. С 1995 года действительный член Академии инвестиций и экономики строительства Российской Федерации. В 2000 году избран академиком Международной академии научно-педагогического образования и Международной академии инвестиций и экономики строительства. Является автором свыше 360 радиорепортажей и статей, 190 научных статей, в том числе 60 монографий, книг, учебных пособий. 19 апреля 1938 года родился Анатолий Сабуа, заслуженный работник сельского хозяйства Абхазии, кавалер ордена Ахтябша, ветеран труда. После окончания Новочеркасского техникума пищевой промышленности более 6 лет проработал управляющим в Большеорловском винном совхозе. Затем окончил Симферопольский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-агроном. В 1970 году был направлен агрономом в управление сельского хозяйства Гагарского горисполкома. В 1976-м Анатолий Сабуа был командирован в Джалалабадский ирригационный комплекс в Демократическую Республику Афганистан на должность главного специалиста в аппарат сельхозуправления. После возвращения из Афганистана Анатолий Сабуа работал председателем правления колхоза Алахадзе, председателем агропромышленного объединения, который был признан лучшим в Закавказье за период с 1980 по 1989 годы, членом Гагарского горисполкома, депутатом в Гагарском районе. Во время
Отечественной войны народа Абхазии Анатолий Сабуа был назначен генеральным директором Гагарского, Пицунского и Цандрипского хлебозаводов. В послевоенное время Анатолий Сабуа был заместителем, затем министром сельского хозяйства Абхазии. В последние годы Анатолий Сабуа возглавляет управление сельского хозяйства Гагарского района. 19 апреля 1963 года родился Ибрагим Адлиба, герой Абхазии. С первых дней войны нес боевую службу на оборонительных рубежах к подступам Тхуарчала. Неоднократно совершал диверсионные вылазки в тыл противника. Был участником штурма города Ачимчира. Во время вражеского наступления в направлении села Баслах на левом фланге обороны в течение 2 часов до прихода подкрепления один удерживал атаки противника. Участвовал в освобождении сел Лабра, Пакуаш, Бедия, Мук, Кындых, Атара, Ануархо. Участвовал в операциях по высадке морского десанта в районе села Тамыш и по освобождению высоты. Ибрагим Адлиба ушел из жизни 10 апреля 2015 года. 19 апреля 1964 года родился Резу Чачхалия, руководитель и солист группы «Аго», кавалер ордена Леона, выпускник Сухумского музыкального училища и Абхазского государственного университета. Будучи студентом филологического факультета, создал эстрадную группу «Аго». В 1984-м эстрадная группа стала обладателем гран-при на Ереванском эстрадном музыкальном конкурсе. Он также основал детский музыкальный ансамбль «Аламос». Многие его песни, в частности «Изурызы», стали хитами благодаря талантливому исполнению солиста вокально-инструментального ансамбля Абхазского государственного университета Резу Чачхалия. Во время грузино-абхазской войны был в составе группы «Бабаду» и вместе с Валерием Богателия поднимали боевой дух однополчан своими песнями. Резу Чачхалия погиб во время мартовского наступления. За последние 10 лет в день 19 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это 21 градус. Самая же низкая в 2009 – 7 градусов.